Люди не понимают, как за несколько месяцев абхазский народ вдруг превратился из ближайшего друга России чуть ли не в противника. В условиях вот такой информационной атаки вы абсолютно правы, власть должна защищать Абхазию, защищать абхазский народ, преподносить Абхазию и абхазский народ с самой лучшей стороны. НПО, значит, в Абхазии что-то тысячи людей, молодых на генетическом уровне, становятся антироссийскими. Какой-то бред. Этих врагов нет, это все высосано из пальца повестка. В Абхазии никаких прозападных, проамериканских сил нет и быть не может. Я бы не хотел сейчас здесь, сидя в Москве, давать характеристики абхазской власти. Вообще отставка – это был очень ответственный поступок, не позволивший пролиться крови. Адгур, большое спасибо, что согласился встретиться здесь, в Москве, и побеседовать на актуальные сегодня темы для нашей общей родины, Абхазия. Почему интересна сегодня эта беседа? Люди не понимают, как за несколько месяцев, если судить по социальным сетям, по высказыванию политиков, абхазский народ вдруг превратился из ближайшего друга России чуть ли не в противника. Я вспоминаю историю нашего народа, когда, будучи в составе Российской империи, абхазский народ 30 лет был виновным населением. Такое впечатление, что сегодня опять в чем-то виновен абхазский народ. Ты можешь объяснить, что происходит? Здравствуйте, Георгий Юрьевич. Спасибо за эту нашу с вами встречу. Вопрос здесь действительно актуальный, потому что мы тоже отслеживаем с обеспокоенностью, с болью в сердце, даже сказать, тот информационный поток, который окружает Абхазию в последние месяцы. И, к сожалению, надо отметить, обойти нельзя, в какой-то степени генератором всей этой информационной истерии, отчасти выступают и наши действующие власти. К сожалению, это имеет место быть. Но в целом, вот вы сейчас затронули историю, я немножко хотел бы коснуться, для тех, кто нас слышит, вы историю прекрасно знаете, даже не уходя в период Российской империи. А в чем провинился абхазский народ? Если взять период развала Советского Союза, вы прекрасно помните референдум 17 марта 1991 года. Это был всесоюзный референдум. Голосовали по вопросу новой Конституции СССР. И на тот период в Абхазской автономной республике проголосовало 90 с лишним процентов за сохранение Советского Союза. То есть в рамках новой Конституции. Я сам в этом участвовал. Да, и вы в этом участвовали, мы знаем. И абхазская группа депутатов участвовала в разработке нового проекта Конституции. Но, к сожалению, этот документ так подписан и не был в силу определенных изменений, которые произошли 26 декабря. Был подписан, вы знаете, договор между тремя республиками — Украина, Белоруссия и Россия — о прекращении действий Советского Союза. В тот же период, в 1991 году, Грузия проигнорировала тот референдум, она фактически заявила о своем выходе из Советского Союза. Вот с того момента, если брать новейшую историю, абхазский народ и наказывали. По сути, наказывали за то, что абхазский народ стремился остаться в рамках вот этого большого объединения, союза. И абхазский народ всегда тянулся к России. Вспомните гимн Советского Союза. Да, почему именно к России? Потому что союз нерушимый, да, схватила навеки Великая Русь. Так же звучал гимн Советского Союза. Но, к сожалению, те, кто делил Советский Союз,
а это были силы, которые находились за пределами Советского Союза, как известно. В их планах не было вот этой свободной Абхазии, не было этого народа. Поэтому мы подверглись жестокой агрессии. Опять же, повторюсь, только за то, что мы захотели сохранить этот союз. Мы, по сути, в новой Конституции Советского Союза права автономных республик были расширены. То есть многие вопросы, которые нас не устраивали в рамках автономной республики в составе Грузинской ССР, они были учтены уже в новой Конституции. Дальше события развивались следующим образом, и вы это хорошо знаете. Эту нашу позицию нам не простили. Опять же, те силы, которые разрушали Советский Союз, устанавливали новый миропорядок. Несмотря на высокий уровень конфронтации, в 1992 году, в июле, Грузия была принята в ООН в тех границах, которые заявляла Грузия. То есть, естественно, там Абхазия была в составе. Потом началась война, потом послевоенная блокада. Вот с того периода мы, как абхазский народ, верно смотрели в сторону России. И по сей день так и смотрим. И так и будет. Конечно, за этот период Абхазия самостоятельно, при поддержке братских народов Северо-Кавказа, добровольческого движения Юга России, определенной части, патриотической части чиновничьего аппарата, генералитета России того периода, отстояла свой суверенитет, свою независимость. И Абхазия уже более 30 лет является независимым, суверенным государством и таковым должна остаться. Но в крепком союзе с Российской Федерацией. А то, что происходит сегодня, почему такие вот такого рода информационные сбросы, их нельзя назвать спорадическими, они, если вы как человек профессиональный можете, конечно, это подтвердить, что это уже носит системный характер. Есть определенные силы здесь, в России, может быть и за пределами России, которые считают, что вот такого рода повестка, она назрела. Абхазию, может быть, кто-то считает, что, и это надо говорить открыто, кто-то считает, что пора дружить с Грузией, пора налаживать более тесные отношения, ущемив при этом интересы Абхазии. Но, к счастью для всех нас, эти силы абсолютно никакого влияния пока в России не имеют. Это вот на уровне всяких вот таких информационных сбросов, такой политики, это присутствует. Поэтому, я думаю, первоисточник всех этих проблем, он связан именно с тем, чтобы извне породить некое такое противостояние между Россией и Абхазией. Опять же, повторюсь, Абхазия всегда, абхазский народ всегда с большой любовью, теплотой, благодарностью смотрел, смотрит и будет смотреть в сторону России и российского народа. А вот эти трудности, которые сегодня присутствуют, я уверен, что они в ближайшее время все это исчезнет. Есть определенные процессы, мы их преодолеем, как преодолевали. Ведь если вернуться опять же к тому периоду, который я упоминал, даже в блокадные времена, когда мы были по сути зажаты в экономической блокаде, абхазский народ под руководством Владислава Григорьевича Арзанова никогда не отворачивался от России. И сейчас будет то же самое. Но этот период времени надо пережить. Адгур, скажи, пожалуйста, вот когда такая ситуация вокруг республики, когда такие слова звучат в адрес народа, по идее, гарант Конституции, руководство республики, не знаю, там, должны кинуться на амбразуру и защитить свой народ. Но, честно говоря, информационно я не вижу какого-то взрыва со стороны официальных абхазских властей, которые бы все-таки попытались донести до руководства России, до россиян, что на самом деле происходит. Вот почему так? Ну, я бы не хотел сейчас здесь, сидя в Москве, давать характеристики абхазской власти. Ну, Нет, давайте так.
Личности мы не Личности будем мы не затрагивать, трогаем, но что должно быть, да, вы совершенно справедливо задаете вопрос. Власть абхазская, да и любая власть, она должна защищать своих граждан, свой народ. Если возникают определенные вот такие тенденции, а я выше уже говорил, что, к сожалению, надо отметить, что часть этих тенденций, она основана и на источниках из Абхазии. Это имеет место быть. Но в условиях вот такой информационной атаки, вы абсолютно правы, власть должна защищать Абхазию, защищать абхазский народ. И даже если есть какие-то проблемы, а проблемы есть везде и всегда, власть должна все это купировать, преподносить Абхазию и абхазский народ с самой лучшей стороны. Но, к счастью, есть возможность и у нас, не только у меня, у моих коллег по цеху, скажем так, общаться здесь, в Москве, с разными руководителями, с разными группами лиц, доносить правдивую информацию. Вот вчера, позавчера я, в принципе, этим и занимался. Люди действительно некоторые введены в заблуждение. И достаточно сильно заблуждались. Но когда вот фактами, когда логическое, значит, построение вот всех этих процессов, динамики этих процессов, люди понимают, люди с уважением относятся к тому, что происходит. Поэтому почему так не происходит? Почему власть не выполняет той главной функции и задач, которые, значит, на нее возложены? Защищать свой народ, делать Абхазию красивее, делать имидж Абхазии лучше в глазах россиян. Вообще, если вот этот вопрос разделить на две части, здесь есть системная проблема, да? Она не зависит от текущей власти. И есть, скажем так, текущая проблема. Как бы. Вот если говорить о системной проблеме, официальные отношения Абхазии и России выстроены с 2008 года. Вот не так давно мы 15-летие отмечали. Да? Мне кажется, за этот период времени есть очень много чего наслоилось в наших взаимоотношениях. Ряд нереализованных ожиданий, ряд каких-то обещаний взаимных, то есть обязательств, как это сейчас часто звучит. Мне кажется, если говорить по-простому, мы за этот период времени не смогли объяснить среднестатистическому россиянину и среднестатистическому гражданину Абхазии, что есть Абхазия, независимая Абхазия для России, что есть великая, сильная Россия для Абхазии. Но в Абхазии Россию воспринимают, вот если взять на примере СВО, вы не найдете в Абхазии ни одного человека, который с безразличием бы относился к военной кампании. В Абхазии от мала до велика все эту войну, эту кампанию воспринимают как свою личную. Все понимают, что победа России – это общая для всех победа. Люди сопереживают. Десятки наших граждан сложили там голову. И по сегодняшний день наши добровольцы там воюют, и мы оказываем гуманитарную помощь, в рамках тех возможностей, которые у нас есть. Я сам лично ездил в зону СВО, какую-то гуманитарную помощь, которую мы могли себе позволить, отвозил нашим ребятам. Вот Ахравицба, там командир интербригады Пятнашка, мы с ним встречались там. То есть это все присутствует. И вот эти вещи надо высвечивать. Вот эту боль сопереживания абхазского народа к тем процессам глобальным, которые происходят в России. Вот, мне кажется, вот это надо больше на этом акцентироваться, а не том, что кто-то там, допустим, выступает против закона об апартаментах там, и так далее, и так далее. Вот те еще раз говорю, информационные потоки, они, на мой взгляд, имеют своей задачей поссорить абхазский народ с российским народом. И все это делается, к сожалению, в информационном пространстве Российской Федерации. И с большим сожалением надо отметить, что многие ответственные, а кто-то и безответственные, значит, деятели, и в том числе и в Российской Федерации, и в Абхазии, в этом с удовольствием активно участвуют. А что касается апартаментов, я бы хотел, пользуясь случаем, рассказать о тех опасениях, которые есть у абхазского общества. Вот сегодня лично мой и моих коллег протест против этого законопроекта преподносится как некое антироссийское настроение. Ну да, вы не хотите продавать собственность россиянам, значит, вы против России. В принципе, так и говорят, да? Так, такое мнение существует. Вот я постараюсь коротко изложить суть наших опасений. Во-первых,
вы знаете, причина возникновения всех конфликтных ситуаций 80-е, вот эти 90-е годы, это то, что мы на своей земле оказались в количестве 17%. Мы, абхазы, государство, есть такое понятие, как государствообразующая нация. Никуда от этого не денешься. Вот мы оказались на своей земле в количестве 17%. И грузинская часть населения при поддержке Большой Грузии показалось, что они там хозяева, они захотели нас вообще выгнать с нашего дома. И вот это, как один известный депутат и политик говорил, родовая травма, она никуда не делась. Согласен. И вот за весь послевоенный период, если взять, мы по сути не смогли по объективным, субъективным причинам ничего существенного, чтобы избавиться от этих фобий и вот этой последствий родовой травмы. И очень важно заметить одно. Вот говорят о том, что россиянам не дают покупать там в Абхазии недвижимость. Во-первых, это не касается никакой коммерческой недвижимости. То есть бизнес в Абхазии с участием российского капитала присутствует. Если взять топ-20 компаний в экономике Абхазии, они практически все с участием российского капитала и стабильно работают и будут работать. Вот. И тот нарратив, который сегодня пытаются некоторые там, политики абхазские, значит, внедрить о том, что оппозиция против инвестиций, это все ложь. Как я, бывший министр экономики, человек, который участвовал в разработке закона об инвестиционной деятельности, участвовал в создании государственного инвестиционного агентства, как я могу быть против инвестиций? Но просто инвестиции инвестициям рознь. Вот когда инвестор приходит на территорию Абхазии, создает промышленные предприятия, создает объекты туристической индустрии, вкладывается в сельское хозяйство, то есть приоритетные направления экономики. В соответствии с законом об инвестиционной деятельности ему предоставляются льготы, там, до 8 лет налоговые, значит, каникулы и так далее, там, гарантии и все остальное. Это все хорошо и необходимо развивать. Но когда некие, скажем так, предприниматели в сговоре с нашими некоторыми товарищами, любителями всяких там роскошных вещей, за спиной народа договариваются о том, чтобы им предоставлялись льготы. Например, они не будут платить налоги 25 лет, четверть века. Они не будут платить косвенные налоги, такие как налог на добавленную стоимость и так далее. Вот вы мне скажите, это инвестор или это колонизация? Это колонизатор или инвестор? То есть вот против чего мы выступаем. Если говорить о такого, значит, рода вопросах. Теперь возвращаясь к законопроекту об апартаментах. Вот та наша боязнь, опасение того, что мы останемся в меньшинстве. Ведь если, еще раз говорю, есть такое понятие государствообразующая нация. Никуда от него не деться. Сегодня в Абхазии, просто может этих цифр никто не знает, здесь в России, 22 тысячи русских проживает сегодня в Абхазии. 41 тысяча граждан Абхазии армянской национальности, 43 тысячи жителей Абхазии грузинской национальности. То есть абхазов в Абхазии чуть больше 50%. Почему мы так остро реагируем сегодня? Вот апартаменты, там речь идет о десятках тысячах. Даже 2000 или 3000 новых жителей, они уже могут повлиять на баланс. То есть вот почему. То есть уже ситуация критическая. Опять же, вот про Россию скажу. 81% русских в России. Самое большое, значит, по численности, если национальный состав брать, это татары. 3,8%, если я не ошибаюсь. А в Абхазии 22 тысячи русских, это почти 10%. Это то же самое, что если бы, допустим, в России жило бы там 14,5 миллионов абхазов. Вот сопоставляем эти, да. К примеру, в Белоруссии там 81% белорусов. А если брать, значит, Казахстан, вот Азербайджан там за 90%, Армения 98 с лишним процентов армян живет. То есть вот, а в Абхазии чуть больше 50. Вот это очень важные цифры для осознания. Потом речь идет... Агу, я извиняюсь. Но есть примеры, так скажем, стран арабских, Персидского залива, где граждане составляют очень маленькую часть от населения, а люди, которые инвестируют, живут там, покупают апартаменты, составляют большинство. Но
Мне кажется, просто если даже эта идея будет идти дальше, там, или кто-то ее поднимет, надо же сначала говорить о гарантиях. Значит, человек не может стать гражданином Абхазии. Человек, покупая, грубо говоря, апартаменты, не может участвовать в политической жизни. При этом надо абсолютно четкую, прозрачную финансовую, потому что какие деньги пойдут. Сейчас же тоже, вы знаете, сейчас все пробивается. Я посмотрел на людей, которые очень активно строят в Абхазии, пробил их по базам данных. Их годовой заработок, ну, я думаю, не позволяет построить даже такую средненькую гостиницу. Они строят. У меня вопрос, кто-то задавался, а чьи это деньги сюда идут? Вот вы сами ответили на поставленный вопрос лучше, чем я, на самом деле. Про Арабские Эмираты хороший пример. Ведь Объединенные Арабские Эмираты — это устоявшееся, богатое, высокоразвитое государство. И они на своей территории имеют полную возможность соблюдать свои законы и делать так, чтобы их законы соблюдали все приезжие. Я знаком со многими, кто имеет бизнес там в этой стране. Они прекрасно понимают, что один шаг и отклонение от той политики и повестки, которая существует там в этой стране, ты безвозвратно выезжаешь из этого государства. И ни один институт мира тебе уже не поможет. Это все прекрасно понимают. И американцы, и англичане, и швейцарцы, и россияне, все это понимают. То есть у них очень сильное, мощное государство. В этом смысле нам очень еще много чего предстоит сделать. Вы сами сказали, мы достаточно еще слабы. Речь же не идет о том, чтобы навсегда отказаться от продажи апартаментов, в том числе для россиян. Нам нужно навести порядок. Вот в нашей стране. И когда мы будем понимать, что, во-первых, если вернуться к демографическим процессам, когда мы будем понимать, что как минимум рождаемость выше, чем смертность, сейчас обратные пропорции, к сожалению. Кстати, и в России тоже, да, и большие проблемы с этим. Я вчера читал вот в российской газете материал по этому поводу. Вот в огромной стране, как Россия, эта проблема тоже выводится в первый план, а для нас тем более. И когда мы наведем соответствующий порядок, тогда уже можно будет вот эти шаги делать. Мы открыты, мы можем проработать, предложить механизмы, как это делать. Но это, к сожалению, займет... То есть можно сказать, что, как я понял, Абхазия открыта для российского бизнеса? Конечно, безусловно. Безусловно. Но вопросы, связанные с землей, с покупкой недвижимости физическими лицами, требуют времени, требуют изменений в самой Абхазии. Конечно, конечно. Но я так понимаю, все-таки вопрос самосохранения, когда поднимаются народы, он не может быть направлен против кого-то. Конечно. То есть в данном случае обвинять, конечно, абхазов в том, что они в этом вопросе проявляют антироссийскую, конечно, абсолютно некорректно. Адгур, сегодня оппозиция жестко критикует нынешнюю власть в Абхазии. Но, простите, ты участвовал в выборах. Самый молодой был кандидат, да, в истории современной Абхазии, если не ошибаюсь. Ты поздравил президента с победой. Скажи, что пошло не так? Если вот сейчас возвращаюсь к тем выборам, ведь народ проголосовал, и выборы были честные. Аслан Георгиевич выиграл. Проходит некоторое время. У нас эволюция возможна, или у нас возможна в Абхазии только революция? Начну с конца. Эволюция не то, что возможна, она обязательна. Потому что вот эта череда государственных переворотов и дестабилизация ситуации в Абхазии, она должна когда-нибудь закончиться. И выборы президента, это хорошо, что вы их упомянули. Выборы президента — это серьезный этап в процессе строительства государства. Граждане, которые голосуют на выборах, они должны с полной ответственностью относиться к выбору, который они делают. Понимая, что выбор, который они делают сегодня, ляжет в основу их
как минимум 5 лет будущих, а может быть и больше, потому что те процессы, которые произойдут за 5 лет, они могут изменить вообще судьбу народа. Вот, к сожалению, может быть, на определенном этапе прошлого периода вот осознание вот этого, оно не распространялось, может быть, на какую-то часть наших граждан. За этот период времени, вот 4,5 года, уже вот почти 5 лет, мне кажется, это осознание усилилось, потому что вот мысль о том, что можно выбрать любую власть, а потом устроить там бучу и сделать переворот, ее сменить, она уходит назад. И это очень хорошо. Вот как раз это эволюция, о которой вы говорите. Теперь вернусь к началу вашего вопроса. Да, мы поздравили. Это, кстати, нормальное явление в демократических государствах, когда оппоненты поздравляют друг друга с победой. Я лично, как кандидат в президенты, поздравил, не только поздравил, потом принял приглашение. Мы вместе приехали сюда, в Москву, на парад Победы. Мы вместе участвовали, потому что это важный сигнал и для России, что в Абхазии, несмотря на внутреннее противостояние или противоречие, даже так же, скажем так, на внешнем контуре, особенно в отношениях с Российской Федерацией, мы все едины. То есть все политики Абхазии, проабхазские политики, но ориентируются на Российскую Федерацию как на главного союзника. Вот это был главный. Потом, более полгода, мы абсолютно не участвовали в политической жизни, не критиковали власть, дали возможность спокойно сформировать команду, дали возможность сделать некоторые первые шаги. Но потом, когда политика действующей команды стала диаметрально уходить в сторону от тех предвыборных обещаний, которые были даны, конечно, началась и критика. Первый этап критики наступил, когда неожиданно для нас, для меня это было полным шоком и неожиданностью, когда я узнал из источников о том, что в Абхазию приехали тайно грузинские политики. Там еще привезли с собой икону в Велорский храм. И Велорский храм для нас святыня. Потом появилась некая концепция внешней политики, в которой были даны, возможности многоуровневых переговоров с Грузией. И вот так этап за этапом. То есть этот раздутый госаппарат, который в принципе обещали сократить. Эти масса разных обещаний, которые не выполнялись. То есть вот одно за другим, накопительный эффект, это все переросло вот в ту критику, которая сегодня имеет место быть. И, на мой взгляд, эта критика обоснована. Более того, мы же не только критиковали, мы предлагали свое видение будущего, мы предлагали реформу государственного аппарата, мы участвовали, наши представители участвовали в комиссии по изменениям в Конституции, наши представители оппозиции участвовали в комиссии по экономическим реформам, там, по предложения были по изменению правоохранительной системы. Но все эти комиссии, все эти рабочие группы, они не дали ровно никакого результата. То есть все это осталось на словах, что-то на бумаге. И по сути были приняты решения, резко ухудшающие жизнь простых граждан. Ну, вот, например, легализация майнинга. Ну, при дефиците электроэнергии в Абхазии порядка 140-200 миллионов киловатт-часов в год, это решение увеличило дефицит до 1 миллиарда киловатт-часов. Вы можете себе представить. Ну как это решение можно не критиковать? Как его можно обойти? Тогда, когда мы были инициатором вообще запрета этого вида деятельности. Не потому, что мы хотели бы, чтобы люди не зарабатывали деньги, потому что мы понимали состояние энергетической системы. И масса вопросов, которые можно очень долго их обсуждать. Что и является основой сегодняшней такой острой критики власти. И потом, какая повестка, понимаете? Вот есть же наболевший вопрос. В первую очередь, это вопрос демографии. Ведь этим никто не занимается. Проблемы абхазского языка, проблемы образования, здоровья нации. Это ключевые базовые проблемы, базовые направления, которые очень активно, интенсивно этими вопросами надо заниматься. Тут как раз вот вопрос эволюции. То, что вы затронули в самом начале. Как, когда люди голосуют, как сделать так, чтобы они более внимательно смотрели на человека, на его биографию, на его семью, на его родословную. В Абхазии все имеет значение. Как человек
разговаривает, как он общается со своей семьей, со своими родственниками, со своими друзьями. А в конце концов, где он был, когда у его народа... Кстати, вот этот момент. В силу своего возраста ты не мог выполнять секретные миссии в Москве во время войны. Мне 10 лет. Ну да, я и говорю. Да. А как ты считаешь, это должно играть роль? Ну, как вот любовь к родине, да, любовь к своему народу. Вот это такие слова, хорошие, приятные. Но это слова. А как это все проявляется в жизни? То есть, ну, я не могу поверить в то, что, Георгий Георгиевич, вы любите меня или там уважаете меня, когда вас не было рядом, когда мне было плохо. То есть вы не сопереживали, вы не участвовали во всех этих процессах. Вы появились в жизни Абхазии только тогда, когда, заметьте, Абхазия получила признание и пошли финансовые потоки с 2010 года. Ну, чудеса, конечно, бывают, там, преобразование личности там, и так далее, но это скорее исключение из правил, чем норма. Вот мы говорим о сегодняшней ситуации в Абхазии и вокруг нее. Люди не верят ни власти, ни оппозиции. Раскол идет, вот если посмотреть, начиная, естественно, политической жизни, религиозной сфере раскол. Как говорят, еще раз говорю, я не знаю, но говорят, в криминальной сфере раскол. То есть общество, я не скажу пополам, пополам это еще ничего, просто на мелкие части. И никто никому не верит. Почему нас может объединять только война, какая-то внешняя угроза? Вот почему не появился, вот по большому счету, Владислав Григорьевич, да, там, президент-победитель. Человек, который спас наше государство, народ. Но у нас не появился до сих пор президент-объединитель. Я думаю, что это определенный исторический этап. Это путь, который нам следует пройти. И то, что происходит сегодня, это такая летопись, это основа будущих изменений. Вот есть, я где-то вычитал, каждый народ должен пережить свои 90-е. Есть такое понятие. Может быть, этот процесс в Абхазии чрезмерно затянулся. Что касается раскола, вот разделение, оно началось в 2004 году, к сожалению. Такого вот, если в таких масштабах. Объединить людей можно только на основе справедливости, только на основе одинакового отношения ко всем. И вокруг какой-то цели, наверное. Обязательно. А у нас одна цель – сохранение нашего этноса, нашей культуры, нашей идентичности. Вот сегодня в России, и это хорошо, на мой взгляд, очень сильно начинает преобладать повестка на сохранение традиционных ценностей. Это вот некий новый такой вот склад, да, мышления, который вот сейчас вот формируется. Ну, у нас они слишком... Слушайте, иногда смотришь на наше общество, думаешь, слишком традиционные ценности уже. Хочется послабления, знаете. Вот к вопросу о том, что нас может объединить, как раз мне кажется, что вот эта цель сохранения самоидентичности, но при этом у нас же есть мировые, вот вы приводили пример Арабских Эмиратов, есть там азиатские страны, где высокий уровень культуры, самобытности, но при этом достаточно динамично развивается экономика. То есть эти модели уже существуют. Наша задача сопоставить. Может быть, вы правы, да, от какой-то части анахронизма избавиться нам надо. Но вот эту базовую основу наших духовных ценностей мы обязаны сохранить, потому что это то, ради чего вообще мы на этой земле живем. Это то, ради чего абхазскому малочисленному народу была дана эта земля. Это райский уголок. На земле я много где бывал, на земле очень мало таких мест. И у нашего народа, если хотите, может, это громкие слова, у нашего народа именно в этом и есть наша миссия. Вот среди всех народов мира, у каждого народа есть свои какие-то, да, вот задачи, наверное. Так, если вот подойти. У каждой сестрицы по Сергею. Да, вот у нас
есть своя миссия. На нашей земле должно все-таки вот преобладать вот это вот духовное над материальным. И все наши традиции, вся наша история, если всю нашу культуру взять, она пропитана вот этим, победой, скажем так, благородства, победой духовного над материальным. Нам надо вернуться к этим своим традициям, нам надо сделать государство, в котором люди будут приезжать не просто, извините меня, есть шашлык и отдыхать, а духовно обогащаться. Это немаловажно. У нас древняя христианская страна, то есть у нас памятники христианской архитектуры 5 века, там, 8 века. Это... То есть у нас Симон Канонит и Андрей Первозванный Да. еще гуляли. Да, задолго до того, правда, как один не ушел. в России. Поэтому есть вокруг чего объединяться. И вы правы, вот военную повестку нам надо убрать в сторону. Надеюсь, что в Грузии когда-нибудь настанет тот день, когда грузинское общество, грузинские политики придут к осознанию того, что вопрос с Абхазией военным путем решить не удастся. Мы договоримся, они признают наш суверенитет и независимость, и мы будем, уберем топор войны и будем просто жить как добрые соседи. Алгур, вот сейчас ты говоришь о традиционных ценностях. Это, кстати, в том числе и уважение к фамилиям, к уважаемым людям. А я просто вспоминаю, отец мне рассказывал, там, в 47 году или 46 году, ночью за ним приехала черная машина в 4 утра. Ну, был, естественно, уже заготовлен, такое котомка какая-то, там, не знаю, что там лежало. Значит, его куда-то везут в ночь. И он в машине, сидя, думает, в чем признаваться, она говорит, японский шпион или английский? Тогда вот было бы что-то. Такие обвинения были. Он говорит, наверное, все-таки японский, потому что далеко, наверное, не так много дадут. Привезли его в обком партии, там в полном составе сидит обком партии, секретарь обкома партии, говорит, Георгий Ильич, как же так? Вы не только нас подвели, обком партии. Вы подвели ЦК Компартии Грузии. И папа говорит, я понял, что только английский, потому что японский уже не подойдет, если уж ЦК Компартии Грузии, значит. К чему я это говорю? Вот прошло с 40-х годов сколько времени. Да. И опять слышишь уважаемые фамилии, и вдруг про них наши же представители нашей власти говорят иноагенты. НПО куплены теми. Они, значит, враги чуть ли там не республики народа. НПО, значит, в Абхазии что-то тысячи людей, молодых на генетическом уровне становятся антироссийскими. Какой-то бред. Где эти враги народа? Зачем это надо? Этих врагов нет. Это все высосано из пальца повестка. В Абхазии никаких прозападных, проамериканских сил нет и быть не может. Тем более, если говорить о НКО, НПО, неправительственном секторе, никакого, там, может, есть какие-то там несколько, может, единиц. Я не встречал. Да, людей, которые работают с международными неправительственными организациями, но никакого влияния на внутриполитическую, а тем более на внешнеполитическую повестку эти люди не оказывают, они занимаются там в социальной среде какой-то работой. Кому-то очень удобно, ведь сейчас период напряженный у самой Российской Федерации. Кому-то очень удобно поднять этот флаг и размахивать его, тем самым пытаясь на себя обратить внимание, как на некого борца там, такого в общем деле. У меня такой вот есть совет этим людям. Я говорю сейчас о наших доморощенных патриотов в кавычках. Поезжайте в Донецк, Луганск, Курскую область. В Донецке я лично был. Я их там никого не видел. То есть рассказывать о героических подвигах по поиску врагов там, где их нет, это попытка вписаться в эту какую-то повестку. Но на самом деле здесь, в России, в Москве, еще раз повторюсь, у нас есть контакты с достаточно высокого уровня руководителями. Слава богу,
понимание реальной ситуации есть. И люди вот, высокого уровня, те, кто принимает решения, они всерьез эти вещи не воспринимают. А что является мотивацией главной? Вот это же тоже важно понимать. А мотивацией является желание половить рыбку в мутной воде, пока идет война, кому мать родная, продвигать какие-то законопроекты об апартаментах, какие-то свои личные интересы, инвестпроекты. Все это замешано в грязных коррупционных схемах. К сожалению, здесь в России тоже есть определенные элементы, которые вместо того, чтобы помогать фронту, занимаются вот этими вот вопросами. И вот соединившись вот в этот какой-то клубок взаимных экономических интересов, вот эта группа лиц, она сегодня по какой-то причине решила на себя одеть вот такой, значит, плащ борцов с Западом. Ну, здесь в России они это делать не могут, а вот в Абхазии как бы они нашли неких каких-то... И протест, который, обоснованный протест против... Ведь никто и не скрывает, открыто, по сути, в Абхазии эти коррупционные схемы, они есть, там кумовство, так нарочито, открыто показывается роскошный образ жизни определенных чиновников высшего уровня, и народ, естественно, возмущен этим. И когда вот это возмущение пытаются эти люди, которые нечисты, скажем, на руку, преподнести как влияние Запада, и когда вот вы говорили об уважаемых журналистах, ну, вообще слово журналист, это для меня вообще такое слово, которое серьезное слово, и к журналистам я с большим уважением отношусь. Журналист это как минимум человек, который имеет аналитический склад ума. Он смотрит и с этой стороны, с разных ракурсов. А взять и выдать, значит, в эфир информацию, которую тебе донесли, там, определенные круги, мне кажется, это не очень профессионально и неправильно. И эти люди, вот всех, кто по этому поводу высказывается и так считает, я приглашаю в Абхазию. Лично я их встречу, познакомлю со всеми, с кем они захотят. Они пообщаются. Просто молодые люди почему-то, которые живут практически всю свою жизнь, я думаю, всю жизнь, уже в независимой Абхазии, вдруг становятся конформистами и позволяют себе то, чего не позволял никто. Целые фамилии оскорблять, уважаемые, внесшие безумный вклад в историю Абхазии. Ну да ладно, бог им судья. Адгур, такой вопрос, завершая нашу беседу. Мы говорили о неприемлемости революции. Я хочу сказать, что в свое время у нас, в принципе, другого свергли 2 президентов. Да. Но я хочу сказать все-таки об их ответственном подходе. Ведь никто из них... Вообще отставка – это был очень ответственный поступок, не позволивший пролиться крови. Это, не дай бог, в нашем небольшом народе. Как ты считаешь, вот сегодня есть ли ответственность и понимание ответственности перед своим народом у власти и у оппозиции? Ну, оппозиция точно есть. Это продемонстрировано в рамках этого периода времени. То есть мы, по сути, только наша реакционная позиция, то есть вот когда возник вопрос об апартаментах, да, мы действительно вывели людей на улицу, потому что это вопрос, который несет угрозу экзистенциального характера в нашем понимании. Но если взять ретроспективу прошлой оппозиции, там, перекрытие автодорог, штурм МВД, дестабилизация каждый месяц, каждый квартал, после невозможно было проводить какие-то реформы. Если сравнивать, да, вот ту оппозицию и сегодняшнюю оппозицию, конечно, сегодняшняя оппозиция гораздо более ответственна и относится по-государственному к этим вопросам. И мне бы, я еще раз говорю, не хотелось, чтобы ситуация выходила из-под контроля. Осталось не так много времени, несколько месяцев до президентских выборов. И если глава государства действующий не будет инициировать опять вот вопрос апартаментов, да, или какие-то такие вот серьезные вопросы, которые дестабилизируют ситуацию, я думаю, что мы дойдем до президентских выборов. Что касается власти, об ее ответственности.
хотелось бы верить, что вот вы сейчас сказали о прошлых президентах. Ведь один из бывших президентов сегодня работает, Да. возглавляет правительство, Александр Анкваб, который добровольно сложил свои полномочия, как вы правильно сказали, для того, чтобы не пролилась кровь. Это и в его речи было. То есть он пошел на этот шаг. Это действительно ответственный шаг. Что привело к этому, это уже отдельный разговор. Но сам поступок, он, на мой взгляд, верный и правильный. В этом правительстве работает Сергей Миронович Шамба. Человек, который имеет большой опыт и работал практически со всеми президентами, начиная с времен Владислава Григорьевича Арзенбаха и Национального освободительного движения. Есть много людей вокруг действующего президента, которые, мне хочется верить, в критический момент смогут повлиять на решение. Если же возобладает желание сохранить власть и доступ к ресурсам, к возможности самообогащения, и люди пойдут на определенные шаги, которые вот эта черта будет пройдена, это, конечно, не дай бог. Это не дай бог. Лично, если говорить отдельно о главе государства, конечно, в нем прослеживается отсутствие вот этой ответственности. Но опять же, говоря о тех людях, которые есть в этой команде, опытных, зрелых людей, я во многом с ними не согласен в том, что они делали до этого и делают сейчас, но в этом вопросе я все-таки рассчитываю, что там не только те люди, кого я назвал, там есть и молодые ребята в силовых структурах, с которыми мы общаемся, у нас нормальные отношения. Это патриоты, ребята, которые, я думаю, что против своего народа они не пойдут. Спасибо большое. Я надеюсь, что все-таки позиция оппозиции о том, что вы не являетесь врагом российского народа, Российской Федерации, и будут восприняты. А также, мне кажется, очень интересно ваше рассуждение и о внутренней кухне абхазского государства. Спасибо. Спасибо вам, Георгий Георгиевич. Конечно, мы не можем быть антироссийскими. Мы очень, очень сильно любим, уважаем и с чувством благодарности относимся, в первую очередь, к российскому народу. С большим пиететом в Абхазии относятся к руководителю Российской Федерации, лично к Владимиру Владимировичу Путину. Еще раз повторюсь, это было так, даже в тяжелые времена, которые оставим в прошлом. Это есть сейчас так и будет в будущем. В этом никто сомневаться не должен. И мы всегда рады в Абхазии российским инвестициям, несмотря на попытку там внедрить обратный нарратив, в промышленность, в сельское хозяйство, в сферу туристической индустрии. Мы рады российским гражданам в Абхазии. Мы гостеприимный, открытый народ, с чистым сердцем, с открытой душой. Спасибо вам большое. Спасибо.